Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Что случится, что произойдет со дня на день, с минуты на минуту, день в день. Буду смотреть на 2-3 дня. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Убираю я камушек, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какие-то неожиданности у вас. Смотрите, несколько неожиданностей подряд. Вам, вот хочется сказать, да, кто-то свинью подкинет. Либо будет ощущение, что вам свинью подкинули. Несколько неожиданностей из-за двоих, либо, знаете, как они вместе, эти два человека, либо по отдельности. Сначала из-за одного человека будет шок, удивление, а потом из-за другого. Знаете, вам тут придется группироваться, вам тут придется все брать на себя, рулить, управлять, не только вот себе помогая, но и еще вот вытаскивать этих двоих. Два человечка каких-то делов наделают, накуролесят, и все это на ваши плечики. Видите, они у вас на плечах сидят. А у вас, конечно, дело и так не в проворот, еще придется за других людей отдуваться. Но ничего страшного, вы сильная. У вас все получится. У вас все, мои хорошие, получится. Мужчины, для вас то же самое предсказание. Просто мне как женщине удобно говорить от лица женщины. Сильному человеку, да, все по плечу. Все по плечу. И любую неожиданность или даже цепочку неожиданностей он переживет, с легкостью переживет. Главное, не пугайтесь, и главное, не надо злиться. Понимаете, злостью, негативом, ведь только усугубится ситуация. Вы все можете, и это вы сможете. Вы знаете, вы настолько яркий, сильный человек, вы все можете, и это вы сможете. Если не вы, то кто? Правильно? Так, дела поделаете, с неожиданностями справитесь, порядок наведете и дальше бодрыми шагами пойдете. Какие-то планы немножко поменяются, либо что-то придется отменять, откладывать, отставлять. Но это не критично, не страшно. Главное, что вы и себе поможете, и людям поможете. Молодец, молодец, вы молодец. Вам так и скажут, и похвалят, и благодарность вам за это будет, а кто-то еще и подарочек получит, да? В знак благодарности. Хорошо, это хорошо. Так, монета на лодке. Видите? Лодка и монета. Человек толкает лодку, чтобы получить монету. Ну, кому-то придется поработать. Поработать, причем не совсем по вашему профилю. Очень похоже на какую-то подработку, либо на какой-то нестандартный подход к работе. Смотрите, сами своим умом дойдете, либо сами вызоветесь на подработку. Смотрите, какую большую монету получите. Ну, красота, красота. Девочки, возможно, мужчина ваш будет подрабатывать, либо возьмет себе дополнительную работу, сам вызываться будет. Это не потому, что он не хочет быть дома, а потому, что ему нужно заработать эту огромную монету. Так что денежка будет. Денежка будет, и денежка очень неплохая. Да, достанется тяжелым трудом, но зато много. Много. Крупная денежка вам идет. Так, мои милые, дальше. Кстати, этот знак, он также может указывать на продажу автомобиля, либо какого-то транспортного средства и хорошую выручку от этой продажи. Кому актуально, знаете, что все будет, все получится. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, здесь у вас идут дороги с каким-то непредсказуемым результатом. То есть вы идете за одним, либо по одному делу, а в итоге получается, что вы и дело сделали, еще что-то сделали, и что-то приобрели, с кем-то договорились, переговорили. Очень эффективные дороги, и вот результаты потрясающие у вас идут.
По крайней мере, вот одна точно такая у вас дорога будет. Конечно, умаетесь, конечно, набегаетесь, но тем не менее будете очень собой довольны. Так, у вас тут выходит такой совок, лопатка, совок. Что-то будете собирать. Собирать, может быть, в прямом смысле слова, да, что-то рассыпалось, вещи, может быть, будете собирать, может быть, будете собирать людей, кого-то обзванивать, может быть, даже что-то приобретать, да, собирать вот корзину свою, вот в маркете, да, набирать продукты, да, собираете. Так, еще мужчина, ваш мужчина, либо ваш сын будет характер проявлять. Не знаю, какой-то он противненький, какой-то он, знаете, немножко в себе, чем-то недоволен, щеки раздул, а женщина вокруг него вот как бабочка порхает, да, пытается его успокоить, там, ему угодить. Девчонки, он не злится на вас, просто настроение такое, да, либо решил покапризничать. Да, у мужчин тоже такое иногда бывает. Вот хочется покапризничать. В детство впадает, да, представляет, что он ребенок. Значит, в голову не берите. Вы и так его, смотрите, попочку дуете. Ничего страшного, пока призничает, успокоится. Вот. Лучше время себе уделите. И опять же, поверьте, он не обиделся. Это просто у него такое, ну, дурное настроение, назовем так. Может, погода на него так влияет. Там, магнитные бури. Или сон какой-то нехороший приснился. Не переживайте и не берите на свой счет. Так, еще. Птицы, две птицы, и все к вам летят. Одна очень большая. По большой птице это не только сообщение, звонок, письмо, также может быть посылка. Да, вы можете получить посылку. Посылка может быть как и маленькая, так и большая. Да, от знакомых, от незнакомых людей, может быть даже от каких-то организаций. Что-то вам придет большое, ну, по большой птице, вернее, да, какая-то коробочка, может быть, придет. Либо, если письмо, то очень длинное, либо очень важное. Вторая птица поменьше, но у второй птицы длинное левое крыло. То есть, скорее всего, это какой-то звонок, либо переписка с человеком, который от вас далеко, либо с человеком, кого вы давно не видели, да, давно с кем не общались. Ну, либо долго будете сидеть, вот это перезваниваться, переписываться. Но ничего, тоже с пользой в правую сторону летит. Так, здесь человек радится к вам с серпом. Знаете, как ползет по-пластунски, да, и у него серп, но небольшой серп. Это очень похоже на попытку что-то вам испортить настроение, испортить вашу работу, где-то вам подгадить. Очень как-то хитро будет это делать, так, чтобы себя не обнаружить. Знаете, как напакостить и назад. И чтобы никто не догадался, что это он либо она. Угу. Будьте поаккуратнее. Мне почему-то кажется, что это либо как-то по соседству какая-то гадость, пакость может быть, либо на работе. Да. Держите ушки на макушке и старайтесь себя обезопасить, да, по крайней мере, свое пространство, чтобы вот такие вот хитрецы не подползли тайным образом и вам тут не нагадили. Так, очень красивая женщина, такая прям фигура. Ну, богиня. Богиня, вот честное слово, смотрите, какой образ красивый, в каких-то одеяниях очень шикарных. Я могу предположить, что вы будете посещать какое-то мероприятие и будете очень нарядной, либо вы какую-то обновочку оденете. Может быть, эту вещь вы купили давно, но не было случая ее выгулять, либо погода не позволяла. Боже мой, на вас все глаза, все взоры, все ваше. Знаете, мужики прям залипают на вас. И еще раз говорю, не важно, сколько вам лет, важно, как вы выглядите и как вы себя ощущаете. Ну, здесь богиня, вы ведь сами видите, да? Богиня. Ой-ой-ой, сколько взглядов вы на себе поймаете, сколько комплиментов услышите. Ой, красота. Вам так настроение поднимут люди. Прям, знаете, и погуляете подольше, либо лишний кружочек сделаете, да, чтобы эту вещь выгулять. Вот прям все очень комфортно чувствуете, настроение у вас, вы так на подъеме идете, и вами все любуются. Ну, красавица, что тут скажешь? Красавица, красивой женщине, красивую одежду, и все, что еще надо? И глаз радуется, да, у людей, которые на вас смотрят. Каждый встречный будет делать вам комплимент, либо улыбаться, глядя на вас.
Так, дальше. Здесь у меня кто-то рискует проспать что-то важное. Кто у меня не соблюдает распорядок дня? Слушайте, вот не засиживайтесь до глубокой ночи. Вы что-то рискуете важное проспать. Возможно, опоздаете на работу. Возможно, на какое-то важное дело опоздаете, либо на какую-то важную встречу. Просто, знаете, вот организм требует сна. Вы не выспались, встать вы не можете и не услышите будильник. Либо несколько будильников заряжаете, устанавливаете, либо старайтесь все-таки высыпаться. Здесь вот прям как несколько раз подряд вы можете проспать. А у кого-то, знаете, наоборот, будет сонливое такое состояние. Вроде и спали вы хорошо, выспались, а все равно хочется. И прям глаза слипаются, и вы прям сидите на работе, и оп, и заснула. Такое тоже может быть. Так, но просите тогда коллег, чтобы они вас расталкивали. Либо если у вас обстоятельства позволяют, поспите. Лягте, поспите, потому что организм будет требовать. Прям сон на вас идет. Так, здесь у нас дятел. Да, давно у нас дятлов не было. Птица, конечно, полезная, но в качестве рисунка никакого позитива особого не несет. Ну, кто-то будет вас долбать в прямом смысле этого слова, выносить мозг, ну и вести себя как-то безобразно. Также может отыграться как, допустим, возможно, ваш сосед решит, что ему нужно снести срочно стенку и начнет ее долбить. Причем либо рано утром, либо поздно ночью. Да, такой момент есть. Дятел небольшой, то есть это все-таки кратковременный момент, но тем не менее приятного мало. Вижу, что вы себя очень некомфортно будете чувствовать, а кто-то и нервничать будет, а кто-то и злиться будет. Ну, что сделаешь? Дятлы они такие, им бы лишь бы долбить. Так, дальше рогатка у вас вышла. Рогатка, либо развилка. Ну, как бы тоже, знаете, знак такой неоднозначный. Либо очень сложный выбор, это реально очень сложный. Вот такие сомнения, мучения, переживания, так, муки выбора. Либо какая-то даже, может быть, стычка с кем-то, да, стычка. Интересы, ваши интересы, интересы человека. И вот у вас идет стычка, кто кого. Да, кто кого победит. Но опять же, маленький рисунок — это кратковременный момент, который можно легко пережить и потом не вспоминать. Так, здесь мужчина с очень длинными руками. Если это ваш мужчина, то по этим длинным рукам либо хорошую работу он найдет, либо, знаете, что-то дома поделает, да, руки длинные, а возможностей много, может все и там поремонтировать, починить, как-то вас этим порадует. Если у вас нет мужчины, то это мужчина, который будет тянуть к вам свои длинные руки. Может быть, через интернет, может быть, каким-то обходным хитрым путем, кого-то попросит, вас куда-то отвезти, подвезти, организовать встречу, познакомить. Ну, в общем, тянется к вам мужчина. Желание здесь, видите, вдвоем побыть. Если ваш мужчина что-то будет делать, да, желание вам угодить и, соответственно, желание близости. Работа, усталость, не до этого вам было. Вот ему очень хочется близости с вами, соскучился по вам. И он такой думает: сейчас я тут и карниз прибью, и плинтус подобью, и посуду помою, еще что-нибудь поделаю. Вот, и она мне не откажет. Жена мне не откажет, да, любимая не откажет. Ну, в общем, девочки, готовьтесь к тому, что мужчины будут тянуть к вам свои длинные руки. Потому что нравитесь, потому что любит, потому что соскучился по вам, по вашей энергетике, либо желает узнать вас получше. Так, еще пожилой человек. Я не могу сказать, мужчина или женщина, кем приходится, но вижу, что вы можете испугаться за пожилого человека. Ничего опасного нет, но момент испуга. Да, вдруг что-то случилось, да, либо заболел чем-то, либо, не дай бог, упал. Ничего плохого, опасного нет, какого-то прям трагичного нет, но и вижу, что вы испугаетесь. Вот женщина испугается за пожилого человека. Так, еще маленький ребенок, животик, за животик держится. Могут быть расстройства у маленьких детей, либо проблемы с пищеварением. Критичного, опять же, ничего нет, но, опять же, если ребенок болеет, ничего приятного тоже нет.
Так, буква К вам вышла как знак удачного разрешения, либо действительно через букву К вы разрешение получите, либо человек на букву К как-то вам посодействует в вашем вопросе, в вашем деле. К это может быть как и имя, так и фамилия этого человека, либо название должности этого человека. Но буква очень большая вышла. Так. Какое-то важное событие произойдет у вас вечером. Вечер, когда солнце заходит, да, закат. Момент заката, либо после заката. Важное событие в вашем доме. К сожалению, я не могу сказать, что это, но это мега важное событие. Может быть, это событие вами неожидаемое, либо наоборот, слишком долгожданное. То есть у вас идет прилив положительных эмоций. Вы себя будете ощущать очень счастливым человеком. Какая-то вот высокая нотка эмоций у вас идет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всех вам благ. Всем пока-пока.